Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема звучит так. Что и кому он говорит о вас за вашей спиной? И если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте на мужчину, задайте ему этот вопрос. Кому и что ты говоришь обо мне за моей спиной? И давайте будем смотреть. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Вы знаете, мужчина вышел не сильно прям такой общительный. Вот не любит он о себе рассказывать, не любит он, как говорится, ссоры из дома выносить. Говорит он постольку-поскольку. И то прям самыми-самыми либо близкими, либо, ну, скажем так, доверенными лицами. Отсыпка, понятно, общая, но раз вы на нее попали, здесь есть для вас очень важная информация. Смотрите. Он один, видите, он один. Он, кстати, у вас не глупый человек, очень даже не глупый. Он знает, что и кому, когда, да, в какой форме, да, нужно говорить. Он такой. Его нельзя раскрутить на разговор, его нельзя, там, не знаю, пытать, да, все равно ничего не скажет. Очень, кстати, фильтрует все, что он говорит. Он, кстати, и с вами также поступает. Да, иногда из него там клещами слова не вытащишь. Это его нормальное поведение, и он вообще не любит сплетни. Нет, не любит от слова совсем. Знаете, с кем он больше всего ведет диалоги? О вас. Сейчас удивитесь. Он ведет диалоги сам с собой. Вот этим, да, вот этим он страдает. Причем это может быть как и в голове, у него эти все диалоги проходят, так и действительно может сам с собой разговаривать. Громко, четко, с интонацией. Вот. Еще у кого-то отыграется, что мужчина любит говорить с вами, но не персонально, а, например, с вашим образом, да, в голове образ ваш держит и с вами разговаривает, либо, например, там ваши фотографии. Может, да, вот этим он может грешить. Таких разговоров очень много. Диалогов таких очень много происходит. Хоть это и выглядит как монолог, но тем не менее. Он считает, что это диалог. Так, когда он с вами не согласен, девочки, когда он на вас обижен, либо какое-то раздражение идет, ой, тут его не остановить. Вот он начинает в голове, либо если вас там нет рядом, нет дома, да, он начинает вот именно с вами говорить, высказывает вам, критикует. Боже мой, тут его не удержать. Просто какой-то поток информационный идет, да, словесный поток, не информация, а словесный. Вот. Тут все он себе может позволить. И грубые выражения, и угрозы, и даже какой-то шантаж. Ну тут прям он мастер. В лицо нет. В лицо он вам такого никогда не скажет. Ну, все-таки рациональное в нем сильнее, чем эмоциональное. Поэтому умеет себя вовремя сдержать и не перегибает в этом плане палку. Хотя вам кажется наоборот. Вот. Если бы вы, девочки, имели возможность прочитать, либо подслушать, что он говорит сам себе, вы бы ахнули. Просто, это я вам мягко говорю, вы бы ахнули. Такой вот он у вас, загадочный зверек. Так, с кем же он о вас говорит? Ну, у кого свекра, свекровь, может быть, там деверь, заловка, да, семья его, да, есть. 100% разговоры происходят, не так часто, как вы могли бы подумать, но разговоры есть. Какого характера?
он вас защищает. То есть в его семье, его родня вас очень часто критикуют. Что-то им не нравится, с чем-то они не согласны, какие-то в вас недостатки видят, и ему, ну, типа, глаза открывают. Как же любимому сыну не открыть глаза на его супругу? Вот. Он за вас заступается, причем заступается достаточно резко и грубо. То есть он не позволяет своим родственникам перегибать палку, не позволяет, ну, какие-то гадости говорить о вас. То есть жестко пресекает. Причем как бы он их любит. Понятно, что это его семья. И ну куда деться, да, ну куда я денусь. Понимает, что они не правы. Понимают, что вы ни в чем не виноваты, что они критикуют вас, ну, просто на пустом месте. Вот, и он за вас очень так яро, скажем так, заступается. Вот. Но не видите, как либо недостаточно он заступается, может быть, надо пожестче с ними. Вот. Они все равно периодически, ну, вот эти родственнички, да, вас камушки-то вот эти грязные кидают. Ну, считайте, что он над вами зонтик раскрывает, да, чтобы эти камни на вас не падали. Прислушивается ли он к этой критике? Нет, не прислушивается. Абсолютно не прислушивается, потому что он вас очень хорошо знает, видит, какая вы в жизни, он знает все ваши достоинства и недостатки. Вами он вполне доволен, несмотря на то, что между вами могут быть там и споры, и ссоры. Тем не менее, он очень вами доволен, поэтому эту критику он, ну, он ее не воспринимает. Да, идет какой-то шум, он понимает, что шумят на вас, он это пресекает, и все, на этом заканчивается. Дальше. Есть у него какой-то друг, товарищ, приятель, не знаю, как правильно сказать, один человек, один. Этому человеку он может рассказывать какие-то, ну вот, случаи, либо эпизоды из вашей совместной жизни. Товарищ либо более опытный, ну, допустим, да, было несколько браков, либо старший возраст, там, либо там жена там 50 лет с женой прожил. Вот, он с ним советуется, то есть он не рассказывает все, он, ну, скажем так, дает вводные, допустим, вот вы поругались, ну, к примеру, да, он не помыл за собой посуду, либо просто даже ее там не отнес до кухни. Вот, вы ему высказали, он вам ответил, ну, как поссорились. Вот, и вот он у него спрашивает его экспертного мнения. Вот как ты считаешь, вот мы живем в семье, там, она работает, я работаю, утром все опаздываем, я там покушал и посуду за собой не помыл. Вот как ты считаешь, как нужно было поступить? Вот. Ну и тот человечек, соответственно, дает ему свое экспертное заключение. Вот такие диалоги. Но прям подробностей он тоже не рассказывает, абсолютно нет. Есть человек, кстати, кто над ним посмеивается, тоже, возможно, либо на работе, либо какой-то приятель посмеивается, либо он его высмеивает и говорит, вот как так, да, ты такой вот там невзрачный, там, либо полный, либо наоборот дрыщ, да, и как тут тебе удалось такую прекрасную девушку, женщину в брак затащить, да, либо встречаться, общаться с такой женщиной, как ты вот ее уговорил родить тебе детей, что ты сделал с ней, ну, такие шутки, стёб идет. Вот, он этому человеку всегда отвечает, ну, приблизительно из серии, там, может быть, я внешне неказистый, да, но прекрасно изнутри. Вот. Про вас, ну, скорее всего, говорит, что он вас чем-то опоил, да, опоил и уговорил. Ну, тоже, знаете, какими-то шутками ему отвечают. Тоже ничего тут прям крамольного нет. Женщина, может быть, у него на работе эта женщина, может быть, ну, я не знаю, чья-то жена, да, кого-то из друзей. Эта женщина всегда пытается у него что-то расспросить какие-то подробности вашей жизни, а как вы живете, а что вы делаете, а что делает твоя жена, а как она там готовит, а что она готовит. Знаете, такое вот выспрашивание идет. Он этой женщине всегда отвечает типа того, что как все, как обычно, лучше всех и прочее. То есть особо он, скажем так, в подробности не вдается, вообще этого избегает.
Вот. И если его кто-то просит сравнить, там, у кого вкуснее еда, у кого там лучше то, это, он всегда отвечает, что только лишь у вас. Либо он ест только из ваших рук, либо вашими руками приготовленное. Ну и вызывает тем самым зависть и восхищение. Да, женщины завидуют, что вот как это, мужчина своей женщиной восхищается. Ну и, конечно, восхищаются им, что вот он такой вот порядочный человек, который даже, скажем так, вне присутствия вас так хорошо о вас лестно отзывается. Так. Вот меня очень смущает то, что он в этом плане часто думает о вас. Часто думает о вас, с кем вы говорите о нем. Девочки, если у вас есть такая привычка, ну, например, с подругами что-то обсуждать, причем обсуждать достаточно детально, вы уж постарайтесь не при нем. Либо чтобы он об этом совершенно не знал. Возможно, недавно у вас был какой-то разговор с кем-то из подруг, либо, может быть, ваших родственников, и он что-то услышал, подслушал, услышал, до конца не понял, но это его задело. Вот. Было очень ему неприятно, и до сих пор он это помнит и очень за это переживает. Вам тут как предупреждение вышло, да, что старайтесь его особо не обсуждать, либо, ну, если уже надо поговорить о нем, тогда делайте так, чтобы он точно не имел возможности об этом знать. То есть подслушать, подсмотреть, либо заподозрить, да, что вы о нем говорили. Для него это очень важно, это для него какое-то больное место. То ли он боится осуждения, то ли он боится критики, ну, то ли, в принципе, он такой человек, ему это совершенно не нравится. Будьте в этом плане поаккуратней. И еще, если у вас есть общие дети, в принципе, да, дети есть, никогда не ставьте его какие-то ошибки детям в пример. Ну, то есть, да, он там что-то не сделал, а вы там говорите: дети, не будьте как ваш папка, да, если вы там что-то пообещали, то делайте. Да, вот не надо, вот критика при детях, не надо этого делать ни в коем случае. Здесь он может даже себя не сконтролировать, вспылить, понимаете? Вот у него критика — это слабое место, очень слабое. Даже если вы особо не критикуете, либо в шутку говорите, он этого не поймет. Лучше этого не делать, от слова совсем не делать. Так. У кого у мужчины есть бывшая? Здесь явно есть девочки, у кого мужчина был раньше с какой-то женщиной в паре, в браке. Может быть, даже общие дети есть. И вы переживаете, что он с той бывшей о вас говорит, либо та бывшая о вас что-то ему говорит. Поверьте, нет, таких разговоров нет и быть в принципе не может. Потому что мужчина, он у вас порядочный. Вот, абсолютно порядочный человек, и никогда он не станет не слушать плохое про вас, и уж тем более говорить про вас плохое. Да, он может на вас обижаться, да, он может сам с собой тут прям баталии словесные вести по поводу вас, да, там то, что высказывать ваш адрес, но выносить из дома он не будет. Если у вас мужчина любит, скажем так, вас пообсуждать, это не ваша отсыпка. Здесь у меня мужчина очень глубоко порядочный человек, который этим просто не занимается. Абсолютно не занимается. Так что, мои хорошие девочки, вам очень повезло. Берегите своего мужчину, верьте в него и знайте, что он не позволит ни себе, ни кому-то другому вас обидеть. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.